В Ухте представили уникальную технику на природном газе. Все машины будут использоваться для нужд жилищно-коммунального хозяйства. В торжественной презентации приняли участие вице-премьер правительства Ирина Бахтина и представители муниципалитетов. Виктория Науменко продолжит. Сегодня внимание юных посетителей Ухтинского детского парка привлекают необычные машины, выстроенные в ряд. Новую коммунальную технику не случайно решили презентовать именно здесь. На прогулочных дорожках можно эффектно продемонстрировать ее компактность и маневренность. О нюансах работы рассказывают сами представители завода-производителя Екатеринбургского предприятия, которое делает в том числе военную технику. Но сейчас речь о коммунальной, например, вакуумном погрузчике, который, по словам специалистов, работает как пылесос. Это не Беларусь, который перемещает мусор слева направо и справа налево, создавая определенную ауру вокруг себя. Раз. Второе, также с вакуумным оборудованием можно работать в межсезонье. Допустим, у нас в Екатеринбурге возникают такие моменты, это как раз где-то апрель, май, когда идет и заморозки, снега уже нет, соответственно, в баки для воды заливается жидкость, которая не замерзает, и в бесснежный период машина может убирать вот эту грязь, лежавшую, всю эту пыль. Погрузчики, мусоровозы, подметательные машины – вся показанная сегодня техника приобретена ООО «Газпромтрансгаз Ухта» по программе расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и технике специального назначения и используется в обслуживании объектов предприятия. Сейчас мечта властей Ухты и республики – закупка и применение этого экологичного, экономичного использования оборудования во всем регионе. Эта экологичная и компактная коммунальная техника сможет сделать уборку улиц гораздо более эффективной, но требует особого обслуживания. На сегодняшний день «Газпромтрансгаз Ухта» использует на своих объектах 851 единицу такой техники, а по всей территории Коми их около 400. Главный нюанс в том, чтобы обеспечить необходимое обслуживание автомобилей на газомоторном топливе. Прекрасно понимаю, что это экономно для бюджета и все остальное, но на сегодня сказать, что завтра мы его купим, конечно, я не скажу. Понятно, да, что сегодня вы сами слышали стоимость, допустим, вот этой техники, тоже это не маленькие деньги. Я понимаю, что они себя оправдают, когда-то там через 5 лет, через 10 лет, что и на экономии топлива будет. Но правильно было сказано здесь, что для того, чтобы не только заправка, ей ведь нужно и обслуживание, ей нужно хранение, не хранение, вернее, там гаражи, требования другие. Но, по мнению генерального директора «Газпромтрансгаз Ухта», главное задаться целью и искать возможности. Будет рост потребления таких машин, будут ресурсы для обслуживания. В Ухте единственная заправка для автомобилей на газомоторном топливе загружена лишь на 12%. Мы тоже к этому, в общем-то, достаточно осторожно подходили, хотя сами газовики, тоже понимали, там инфраструктура, обслуживание, были сомнения определенные. Но все сомнения преодолены, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Я думаю, что мы здесь собрались для того, чтобы найти возможности для развития. Зампред правительства республики Ирина Бахтина не меньше остальных впечатлилась представленной техникой и заверила, что внедрить ее по всей республике – очевидная необходимость. Но вопрос требует времени. Важно обеспечить соответствующую инфраструктуру. Это наилучшие доступные технологии. Сегодня говорилось много о соответствии требованиям федерального правительства в части технологических, функциональных характеристик этой техники. Поэтому, безусловно, вопрос перспективный, его надо рассматривать. Но его надо рассматривать, когда задают вопросы властям города, когда и в каком количестве будете приобретать, безусловно, в контексте создания соответствующей инфраструктуры, заправочной, для того, чтобы обеспечить действительно ее бесперебойное функционирование. Генеральный директор «Газпромтрансгаз Ухта» заверяет, что предприятие готово оказать городу республики всю возможную поддержку в переходе автопарка на газовые моторы. Так, Сыктывкарская автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, заправка для таких автомобилей, загружена на 70%. И уже сейчас в планах при поддержке «Газпрома» строить еще одну. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.